23 апреля 1923 года вышел первый номер газеты на чеченском языке «Серло». На протяжении всей своей истории газета выступала за чистоту и глубокое изучение чеченского языка, убеждая своих читателей, что родной язык является главной основой сохранения народа как этноса, самобытности нации. Издание газеты на родном языке явилось мощным толчком для развития чеченской литературы. В ней начинали публиковать свои первые произведения Саид Бадуев, Абди Дудаев, Саидбей Арсанов, Шамсудин Айсханов, Магомед Мамакаев и многие другие. В связи с тем, что в Чечне тогда имела распространение только арабская письменность, многие произведения этих писателей были написаны именно с использованием этой графики. За первые 11 лет своего существования газета трижды меняла графику. Если первые номера выходили на основе арабской графики, в последующем использовалась латиница. Только во второй половине 30-х годов газета перешла на кириллицу. Газета переименовывалась несколько раз. Так, в 1934 году «Серло» стало носить имя «Ленинский путь». В феврале 1944 года чеченцев и ингушей выслали в Среднюю Азию, ЧССР упразднили, газету закрыли. После восстановления ЧССР вновь начали издавать «Ленинский путь». По сути, это было и возрождение чеченской журналистики. В наши дни газета носит имя «Даймох». Таким образом, 23 апреля ей исполнилось 87 лет. День чеченского языка в Чеченской Республике празднуется 25 апреля. Стоит отметить, что дата и приурочена к выходу в свет первой газеты «Серло» на чеченском языке в апреле далекого 1923 года. Чеченский писатель Султан Ешуркаев родился 22 апреля 1942 года в ЧССР. В феврале 1944 года, как и всех чеченцев и ингушей, Ешуркаевых депортировали в Среднюю Азию. После восстановления ЧССР вернулся на родину. Султан Ешуркаев окончил юридический факультет Московского государственного университета в 1974 году. Работал учителем, следователем, некоторое время в республиканском управленческом аппарате. Выпустил 2 книги прозы и поэзии на чеченском языке. 17 апреля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР нашему земляку Хампаше Нурадилову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его именем названы родное село, драматический театр в Грозном, десятки школ. Практически в каждом селе и городе Северного Кавказа есть улицы имени Хампаши Нурадилова, а на Мамаевом кургане мемориальная плита. Хампаша Нурадилов родился 6 июля 1920 года в селе Минай-Тугай Хасавюртовского района Дагестанской ССР в семье чеченца. В 1940 году был призван в советскую армию, сражался в составе 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. В первом бою 6 декабря 1941 года у украинского села Захаровки Нурадилов, оставшись один из своего расчета, будучи раненым, уничтожил из своего пулемета 120 фашистов. В январе 1942 года при атаке у села Толстого Нурадилов со своим пулеметом выдвинулся вперед, расчищая путь пехоте. В этом бою он истребил 50 фашистов и подавил 4 пулемета противника. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды, и ему было присвоено звание сержанта. В феврале 1942 года во время боев за населенный пункт Щигры Курской области расчет Нурадилова вышел из строя. Раненый в руку, он остался за пулеметом и уничтожил до 200 гитлеровцев. Весной 1942 года при наступлении на село Байрак Нурадилов пулеметом сразил 300 немецких солдат. Во время боев в районе города Серафимович Сталинградской области Нурадилов командовал пулеметным взводом. Тяжело раненый, он не оставил боевого оружия, уничтожив 250 фашистов и 2 пулемета. Погиб 12 сентября 1942 года под Сталинградом. В общей сложности на фронте Великой Отечественной войны Хампаша Нурадилов уничтожил 920 фашистов. Хамзат Кутаев родился 21 апреля 1960 года в селении Актар Джамбульской области Казахской ССР. Выпускник Грозненского культпросветучилища, которое окончил в 1981 году. Народный артист Чеченской Республики, лауреат Государственной премии Чеченской Республики, Хамзат Кутаев создал немало запоминающихся ролей на сцене театра имени Хампаши Нурадилова.
Международный день памятников и исторических мест или День всемирного наследия отмечается 18 апреля. Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые на межгосударственном уровне День памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года. Дата актуальна и для Чеченской Республики, поскольку на ее территории находится Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Заповедник был образован постановлением Совета министров РСФСР в июне 1988 года и приказом Министерства культуры РСФСР в июне того же года в целях сохранения уникальных памятников истории и архитектуры, поддержания компенсационных возможностей природы, а также для сохранения и воспроизводства находящихся под угрозой исчезновения редких видов фауны и флоры. Более того, указом президента Российской Федерации в феврале 1995 года Аргунский музей-заповедник объявлен объектом исторического и культурного наследия федерального общероссийского значения. В заповедник входят территории Тумкалинского и Шаройского районов полностью и частично Ачхой-Мартановского, Веденского и Шатойского районов. Площадь составляет 240 тысяч гектаров. По заключению ученых, хронологический диапазон недвижимых памятников истории и культуры на территории музея-заповедника охватывает период от второго тысячелетия до нашей эры до 19 века нашей эры включительно. Здесь представлены практически все типы памятников разных эпох данного края. На территории Аргунского музея-заповедника находится около 600 памятников истории, культуры, археологии, архитектуры и природы. Из них более 170 объектов относятся к памятникам федерального значения. В настоящее время проводится определенная работа по выявлению и сохранности архитектурных ансамблей, связанных со значительными историческими событиями в жизни народа республики. Проводится паспортизация памятников, составляется свод памятников истории и культуры, оснащенного картами, схемами, чертежами и фотоиллюстрациями.